В Нерюнгри нашествие медведей. Хищники уже несколько дней тревожат коллектив и пациентов центральной больницы. Население волнуется. Местные экологи думают, что с этим делать. В ситуации разбиралась Тамара Игнатьева. Сезон общения с медведями этим летом начался на территории Сот-Детка, которая находится в 19 километрах от города. Дачники заметили, как к ним стали наведываться два медвежонка. Узнав о лесных гостях, известный фотограф Юрий Коковин решил подкараулить их с фоторужьем, ну и на всякий случай с газовым баллончиком в кармане. Ведь Юрий Николаевич за гуманное отношение к животным. Я против того, что если животное приблизилось в городскую черту, я против того, чтобы его убивали всегда. Нужно не убивать его, нужно изолировать. С зимы приготовить оружие паралитическое, которое не убивает, а обездвиживает животного. Другой момент – приготовить какие-то клетки, потому что мы же в таежном краю живем, а таежный край сам по себе подразумевает, что будут животные приходить. 2 июля один медведь вышел на территорию больничного комплекса ЦРБ. Последний раз медведи наведывались сюда 2 года назад. Администрация больницы обратилась в Комитет охраны природы. Ждут их решения. Побывал везде, по всей территории, обследовал все мусорные баки, перевернул. Начал с роддома, как я понял. Потом, значит, перешел на инфекционное отделение, там тоже мусорные баки. Вот. И потом его видели около гаражей. Сегодня же в район больничного комплекса приходили уже 3 медведя. Медики обеспокоены, ведь дикие животные представляют опасность для них самих, пациентов и их родственников. Видимо, тех же хищников не раз видели и в районе лыжной базы. В этом районе, где любят гулять молодежь, вот обычно вот здесь вот то, что, мусора много, запах, наверное, от еды и от всего. Последний раз массовое нашествие хозяев тайги в границе населенных пунктов было зафиксировано в 2014 году. Тогда охотоведы застрелили в Нерюнгринском районе 13 медведей. В этом году ситуация может повториться. На сегодняшнее число у нас зарегистрировано 8 случаев от организации населения о выходе бурыми медведей. Отрегулировано мероприятиями 2 особи. Ведутся также работы, у нас бригады выезжают по любому звонку. Смотрят, сперва у нас действия отпугивания животных. Если они повторно возвращаются или создается прямая угроза жизни и здоровью населения, тогда мы предпринимаем действия отрегулировать их число. Как говорят специалисты Комитета охраны природы, в связи с промышленным освоением в Нерюнгринском районе сокращается среда их обитания. А также медведи спасаются от лесных пожаров, бушующих в Амурской области и Забайкальском крае. В Южной Якутии погода влажная и прохладная. Лесных пожаров здесь сейчас нет. И это дает шанс медведям прокормиться и спастись. Но только до тех пор, пока они достаточно осторожны и не вступают в открытый конфликт с человеком. Всегда рекомендуем носить с собой перцовые газовые баллончики. Также, если вы находитесь на отдыхе, то постарайтесь кушать в одном месте, а лагерь основной разбивать в другом месте, потому что медведь очень чувствует пищу. Если вы встретили медведя или медвежонка, вот, особенно по дорогам, то не прикармливайте его, потому что вы как раз и провоцируете его на выход к людям. Есть надежда, что в ближайшее время медведей близ населенных пунктов Нерюнгринского района станет меньше. Они начнут уходить дальше в лес. Гон у хищников заканчивается. В лесу созрело немало корма для бурых хищников. Благодаря дождям в этом году много белых грибов, начался сезон маслят. Поэтому корма медведям в тайге хватит, и выходить к людям копаться в мусорках и хозяйничать на дачах им станет совсем не обязательно. Тамара Игнатьева, Юрий Коковин, Лилия Гудина, Нерюнгри.